Главная тема дня – события в Буденновске. Главная новость. Сегодня кончились 5 дней кошмара для сотен заложников Буденновской больницы. Дней, которые они запомнят на всю жизнь. Освобождению заложников предшествовали трудные переговоры, шедшие в течение всего воскресенья, всю минувшую ночь и первую половину дня сегодня. Краткая хроника последних 20 часов этой трагедии, за которой следила вся наша страна. Я уже прекратил все боевые действия с 20 часов. По всей Чечне. Никаких действий не ведется. Этот телефонный разговор премьера с главарем террористов состоялся в час ночи. Была достигнута предварительная договоренность о том, что в 5 утра группа Басаева покинет больницу, и на автобусах последует введено. При этом все заложники остаются в больнице, а с Басаевым в качестве живого щита отправятся добровольцы. В 4:30 Виктор Черномырдин связался с министром внутренних дел Ериным, находящимся в центре событий. Здесь компромиссов не должно быть, все должно быть чисто плотно, все, что должно быть в пределах договоренности, в пределах подписанных документов, заявлений, ни от чего отступать не надо. После разговора с Ериным премьер опять вышел на связь с Басаевым и заверил его, что федеральные власти выполнят все условия. Есть ли у вас какие вопросы? Нет вопросов. В это время в Буденновске почти никто не спал. Заложники ожидали скорого завершения своих страданий, которые усугубляла сильная жара. Температура в городе достигает 40 градусов. В условленное время в 5 часов утра из здания больницы никто не вышел. А в 5:30 Басаев неожиданно потребовал устроить пресс-конференцию и увеличить живой щит со 100 до 150 человек. Новые переговоры между Виктором Ериным и боевиком по имени Асламбек состоялись в здании детского сада, рядом с больницей. Ерин предложил террористам порядок предоставления автотранспорта, передвижения и сопровождения. Во время переговоров российские саперы были допущены в больницу. Мин в здании обнаружено не было. Автобусы для террористов и рефрижератор для вывоза трупов погибших боевиков были уже наготове. Находящиеся в городе журналисты вызвали сопровождать террористов. Сейчас устанавливается порядок, согласно которому каждый журналист, кто желает сопровождать группу террористов, пишет соответствующую расписку, то есть документ о том, что он осознает всю сложность. Но только в полдень террористы небольшими группами стали выходить из здания и садиться в автобусы. Одновременно грузилось продовольствие. В 14:20 колонна из 7 икарусов и рефрижератора начала движение, но почти сразу остановилась. Боевики потребовали медикаменты для раненых. В 16:00 колонна выехала за пределы Буденновска, и в 16:30 заложники, находящиеся в больнице, были наконец-то освобождены. Многие из них находятся в шоковом состоянии, и им оказывается медицинская помощь. Для этих людей кровавая драма уже закончена, но в руках Басаева находится еще 150 человек. Некоторые подробности в репортаже наших корреспондентов с места событий. Несколько минут назад колонна с заложниками и террористами выехала из больницы. Томительное ожидание закончилось. В 15 часов мы услышали, как завелись боевые машины, стоящие на улицах, освобождая проход. Их задача ни в коем случае не сопровождать колонну, а только стоять на улицах в ожидании ее дальнейшего прохождения. От сотрудников местной милиции поступило распоряжение всем стоящим на дорогах очистить проезд. Сегодня же в здание больницы уже в 3-й раз были пропущены журналисты, но на сей раз не для пресс-конференции, а для того, чтобы добровольно, дав подписку о том, что они отправляются туда добровольно, проследовать вместе с колонной, с террористами и захваченными ими людьми до того пункта, до которого они укажут. Значит, Associated Press, один человек, встаньте вот с этой стороны, не туда, вот сюда, к автобусу. Чеческое телевидение. Но стойте, Франс Пресс. Чеческое телевидение. Известие правда на любых условиях. Кто еще готов ехать на любых условиях? Не выторговывается. Квартет, так сказать. Я не знаю условия, сейчас условия это будет с теми, кто ведет переговоры. Кто сейчас едет без условий, я спрашиваю. Едете? Я не могу, я не юрист, я не занимаюсь. Вы кто? Взгляд. Подожди, где вы? Да, я сам валить туда. Пойдем. У Олега батарейку возьми мне одну. Нормальную, заряженную. Заряднику Сашки у ломателя. Олег.
Вместе с боевиками добровольно в качестве живого щита едут примерно 150 человек. Представители местной администрации, депутаты Федерального собрания, журналисты, а также несколько десятков человек из числа тех, кого в течение 5 суток террористы удерживали в городской больнице. В числе добровольцев, находящихся сейчас в автобусе, заместитель главного редактора нашего информационного телеагентства общественного российского телевидения Виктор Кузнецов. Мы желаем ему и всем заложникам-добровольцам удачи. Машины скорой помощи буквально сразу с 16:30 по московскому времени начали вывозить с территории больницы тяжело больных и раненых из числа бывших заложников. Измученным людям оказывается неотложная медицинская помощь. Они доставляются в развернутые поблизости мобильные медицинские учреждения. Других пострадавших автобусы развозят по домам. Интерфакс приводит цифру со слов заместителя главы Ставропольской администрации Коробейникова. Из больницы сегодня вышли как минимум 764 заложника. В главном корпусе Буденновской больницы, которую сегодня во второй половине дня покинули боевики во главе с Шамилем Басаевым, российские саперы все же сегодня к вечеру нашли и обезвредили 3 мины. Об этом и ТАРТАСС сообщили в чрезвычайном штабе. Район вокруг больничного городка по-прежнему плотно оцеплен спецподразделениями. Саперы продолжают тщательное обследование помещений. Ожидается, что к 19 часам автоколонна с боевиками Шамиля Басаева и добровольцами, выполняющими роль живого щита, должна была оказаться на территории Чечни. Перед этим несколько километров дороги они прошли по территории Северной Осетии. За рулем всех автобусов находятся люди Шамиля Басаева. По его требованию колонну до села Стародубское, это 30 километров от Буденновска, сопровождали машины ГАИ. Далее автоколонна стала двигаться самостоятельно. Пятигорское телевидение со ссылкой на неназванный официальный источник сообщило, что Басаев решил изменить маршрут движения автобусов и собирается продвигаться в Чечню через Пятигорск. Если эта информация верна, сообщает Интерфакс, то маршрут движения колонны автобусов с террористами пройдет через Пятигорск, далее на Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и в Чечню. Сегодня наш корреспондент взял интервью у губернатора Ставрополья. Я хотел бы предупредить своих коллег и в Ростове, и в Краснодаре, и в Москве, что это не единичная акция. По данным, которые я получил сегодня, вот подобные этой акции должны быть еще в нескольких районах Ставропольского края. Ну, слава богу, мы все приняли меры, и этого не случилось. Слова губернатора Ставрополя, похоже, находят подтверждение. Органы внутренних дел Ставрополя проверяют сообщения о появлении на автодороге Ростов-Баку между станцией Курсавка и городом Невиномыском 4 групп дудаевских боевиков. Гражданин, который сообщил в УВД об этом, утверждал, что их численность составляет до 200 человек. В воздух подняты вертолеты и боевой самолет. К предполагаемому району появления боевиков направлены спецгруппы МВД, сообщил сегодня вечером Интерфакс. Сегодня по Волгограду распространились слухи о том, что в районе города Камышино задержана колонна грузовиков с чеченскими и дагестанскими номерами. Среди ящиков с фруктами были обнаружено 26 человек. Аналогичные факты произошли и в ряде других районов области. Это обстоятельство вызвало большую тревогу у местного населения. Мы решили обратиться к руководству Волгоградского областного управления внутренних дел. При проверке документов было установлено, что это лица, проживающие в Дагестане, аварцы, но необходима была дополнительная проверка через Министерство внутренних дел Дагестана, а также Министерство безопасности Дагестана. Мы их отпускаем, потому что ни оружия, ни других у нас оснований для подозрений их в каких-то действиях, направленных на совершение террористических актов или бандитизма на территории нашей области и других областей, на этот момент не имеется. На сегодняшний день проверка проводится в Новоаннинском районе, в Калачевском районе. И вот только буквально 20 минут назад поступило сообщение из Дзержинского района города Волгограда, где также содержаны автомобили, груженные абрикосами, и 15 человек. А не может быть так, что люди под видом продавцов абрикосами сейчас рассредотачиваются по разным регионам России? Вполне возможно, поэтому такая вот проверка досконально проводится.
В районе ингушского поселка Верхний Алкун произошло столкновение между подразделением 137-го особого Владикавказского погранотряда с группой вооруженных боевиков. Как сообщили в штабе погранотряда, обстрел заставы велся из автоматов и гранатометов. Ответным огнем нападавшие были рассеяны. Потерь среди российских пограничников, к счастью, нет. По мнению представителей Федеральной службы безопасности, это была явная попытка боевиков Дудаева прорваться из Чечни к российско-грузинской границе, сообщило агентство РИА. Сегодня Министерство обороны Грузии опровергло распространенные в средствах массовой информации сведения о том, что на территорию республики в район Клухорского перевала Северного Кавказа проникли отдельные отряды чеченских боевиков, вступив в бои с местным сванским населением. Эта информация оказалась ложной, однако гарантий того, что такое не произойдет на самом деле, нет. Поэтому для усиления охраны границ республики, в особенности в районе Кадурского перевала, где Грузия граничит с Чечней, мобилизованы и приведены в готовность все пограничные отряды. Ввиду того, что это высокогорная местность и контролировать многочисленные горные тропы чрезвычайно сложно, с завтрашнего дня на помощь пограничникам отбывают дополнительные силы внутренних войск и Министерства внутренних дел республики. Группировка боевых кораблей Черноморского флота, в состав которой входят в том числе флагман флота, большой противолодочный корабль «Керчь» и большой десантный корабль «Альшанский», движутся в направлении грузинского порта Поти, сообщили сегодня Интерфаксу компетентные военные источники. «Керчь» движется под флагом командующего адмиралом Балтина. В Поти он встретится с министром обороны Грузии Надебаидзе и командующим ВМС Грузии контр-адмиралом Джавахашвили. Военные эксперты предполагают, что поход кораблей Черноморского флота связан с событиями в Чечне. По неофициальным данным, на борту Альшанского находится несколько сот российских морских пехотинцев. В случае возможного прорыва чеченскими боевиками границы с Грузией и последующим отходом к югу страны, морской пехоте Черноморского флота может быть отдан приказ блокировать основные магистрали Грузии, отмечают военные эксперты. Группой дудаевских боевиков численностью до 100 человек вчера вечером предпринята безуспешная попытка прорыва на территорию Дагестана из Чечни в сторону российско-азербайджанской границы. Это произошло вблизи населенного пункта Ботлих, чечено-дагестанской административной границы, сообщили сегодня в Федеральной пограничной службе. Первая пограничная застава 487-го отряда Кавказского особого пограничного округа вступила в бой с бандформированиями, который продолжался до 2 часов ночи. Атака боевиков была отбита, но погибли 4 и ранены 6 российских пограничников. Потери дудаевцев составили около 20 человек. По данным Федеральной пограничной службы, в связи со складывающейся обстановкой на Кавказе принимаются меры по усилению охраны границ с Грузией и Азербайджаном, а также по обеспечению собственной безопасности подразделений. В район боевых действий направляются резервы Федеральной пограничной службы, усиленные подразделением Северокавказского военного округа и ОМОНа. Обещания, данные премьером Черномырдиным, сегодня претворяются в жизнь. В чеченской столице, в здании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в здании этой миссии, около 11 часов утра начались переговоры российской правительственной делегации с делегацией представителей Джохара Дудаева. Переговоры идут, мы пытаемся сдвинуть процесс урегулирования. Так прокомментировал сегодня ситуацию Тартас, первый заместитель руководителя территориального управления федеральных органов исполнительной власти в Чечне Зорин. Российскую правительственную делегацию возглавляет первый заместитель министра по делам национальности Михайлов. В переговорах также участвуют вице-премьер Семенов, замминистра внутренних дел генерал-полковник Куликов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Вольский, который представляет российскую общественность. Дудаевскую сторону на переговорах представляет Усман Имаев. Уже в ходе переговоров к нему присоединился Закаев, в последнее время один из видных полевых дудаевских командиров. Ожидавшийся приезд в Грозный начальника штаба дудаевских вооруженных сил Масхадова и начальника департамента безопасности Гилисханова пока не состоялся. Напомню, что в воскресенье с 20 часов правительство России прекратило все боевые действия федеральных сил на территории Чечни. Это было одним из главных пунктов требований вооруженной группы дудаевских боевиков, захвативших заложников в Буденновске. Первый день переговоров завершен. Только что наш корреспондент взял интервью у представителя ОБСЕ и у главы дудаевской делегации Усмана Имаева. Как первоочередной выделен блок военных вопросов. По этому блоку согласовано
для дальнейшего обсуждения и принятия решений в вопросе прекращения боевых действий, взаимное освобождение насильственно удерживаемых лиц, прекращение терактов и диверсий. Были рассмотрены также вопросы разоружения и связанные этим проблемы. Завтра в 10 часов переговоры будут продолжены. Господин Мессериш, вы как посредник при данных переговорах, как оцениваете итоги сегодняшнего дня? Я лично очень доволен ходом дискуссий, результатами, которые у нас были и о которых я вам рассказывал. Я придерживаюсь того мнения, которое было сказано здесь руководителем группы содействия ОБСЕ. То есть завтра переговоры будут продолжены. Скажите, вы проводили какие-либо консультации? Да, сегодня же мы говорили, что да, мы проводили сегодня консультацию. Насколько те вопросы, которые вы обсуждаете здесь, согласованы с Джохаром Дудаевым? Полностью. Только что мы получили экстренное сообщение агентства «Интерфакс». Колонна террористов Басаева с заложниками была остановлена на границе Курского района Ставропольского края с Северной Осетии. Как сообщил министр внутренних дел Северной Осетии генерал-майор Кантемиров, по приказу замминистра внутренних дел, командующего объединенной группировкой федеральных сил в Чечне Куликова, колонне террористов было вручено предписание следовать по новому маршруту, не предусматривающему заезд на территорию Северной Осетии. Автоколонне предложено следовать по маршруту Курская, Привольная, Богданово, Нефтекумск, Кизляр, Дагестан. И далее уже в Чечню. Таким образом, новый маршрут предполагает объезд с севера по Ставропольскому краю Северной Осетии с заходом в Дагестан. В настоящее время с представителями боевиков ведет переговоры представитель МВД генерал Кузин. Это было экстренное сообщение агентства «Интерфакс». А минувшей ночью около 40 дудаевских боевиков совершили вооруженное нападение на заставу у железнодорожной станции Терек, сообщили в Центре общественных связей МВД России. В результате трехчасового боя нападение было отражено. Дудаевцы потеряли 12 человек убитыми. Среди сотрудников органов внутренних дел 2 офицеров ранены и находятся в госпитале, передал ИТАР ТАСС. Сегодняшний рабочий день президент России начал заслушивание докладов премьера Черномырдина и министра внутренних дел Ерина. Они информировали президента о ситуации в Буденновске и о ходе переговоров в Грозном российской делегации с представителями Дудаева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Медведев. По его словам, президент подчеркнул, что главным требованием федеральной власти является сохранение жизни людей. Как подчеркнул пресс-секретарь президента, Борис Ельцин призвал еще раз и в первую очередь всех, кто находится в Буденновске, выдерживать спокойствие и не поддаваться на провокации. В 14:10 состоялся завершающий телефонный разговор Виктора Черномырдина с Буденновском, после чего он встретился с журналистами. Трагедия, которая допущена, с ней надо разбираться. Больше всего, конечно, пострадали люди. Надо людей успокоить. Конечно, хочется и нужно выразить глубочайшее сожаление тому, что произошло. Соболезнования погибших, родным и близким. Меры, которые принимались правительством, я убежден, что к этому была подключена вся страна. О всех наших действиях знал президент, а только что с ним минут 30 назад говорил, и еще раз согласовали все вопросы, отработали все вопросы, сняли все вопросы. Создана правительственная комиссия, которая будет разбираться все, что произошло со всеми. Но самое главное, будут принимаются меры по оказанию содействия тем людям, оказанию тем помощи тем людям, кто пострадал в этой трагедии. Переговоры не могли начинать и нельзя было начинать до тех пор, пока не будут освобождены люди. Сейчас, как только освободятся, сразу начнется переговорный процесс. Цель и задача этого процесса переговорного, чтобы остановить бойню в Чечне. И не только по случаю того, что сейчас освободить заложников. Надо, чтобы этот процесс пошел.
чтобы его не останавливать. Сегодня правительство России приняло постановление об оказании помощи лицам, ставшим жертвами террористического акта в Буденновске. Им предусмотрена единовременная материальная помощь от 15 до 200-кратного размера минимальной месячной оплаты труда и компенсационные выплаты до 50 миллионов рублей на семью. В постановлении предусмотрены меры по медико-социальной реабилитации и летнему отдыху детей, пострадавших в результате этих событий. Только что мы получили экстренное сообщение ИТАР-ТАСС. Автоколонна с боевиками Шамиля Басаева, двигавшаяся сегодня из Буденновского направления Чечни, от границы Ставрополья и Северной Осетии повернула обратно и в 20:45 направилась в сторону села Степновского района Ставропольского края. Источники в администрации Ставрополья считают, что это в значительной степени подтверждает, что дальше они пойдут через Нефтекумск в направлении Кизляра, то есть через территорию Дагестана. По информации правоохранительных органов Чечни, в колонне не менее 73 боевиков и более 130 добровольцев, в том числе 16 журналистов и 9 депутатов Федерального собрания России. Прорыв урегулирования кровавой драмы в Буденновске стал возможен в первую очередь благодаря позиции Москвы. Это мнение преобладает в комментариях западной прессы о ситуации с заложниками, захваченными чеченскими террористами. Состоявшийся в воскресенье разговор российского премьер-министра Черномырдина с лидером боевиков, транслировавшийся по телевидению, является беспрецедентным и дал свои плоды, считает лондонская газета «Таймс». Если в высшей степени рискованная стратегия Москвы сработает, пишет сегодня в свою очередь другая английская газета «Гардиан», это может сигнализировать об окончании 6-месячной операции России в Чечне. С большим сочувствием на Западе отнеслись к страданиям заложников. Международный комитет Красного Креста передал медицинские материалы в одну из поликлиник Буденновска, куда в последние дни обращаются за врачебной помощью бывшие заложники дудаевцев, отпущенные не сегодня, а чуть раньше. Тревогу за судьбу заложников, которым пришлось выехать из Буденновска в качестве живого щита с дудаевцами, выражает телекомпания BBC. Британская корпорация приводит свидетельства очевидцев того, что творилось в больнице, находившейся в руках боевиков.